Но там все равно Ленин у тебя засветился. Ты какой-то скрытый, вон справа, с другой стороны, от тебя слева. Какой Ленин? Тут Э, Ленина нету вроде. А на стене, не, вот с другой стороны. Вот там, вот чуть-чуть ниже голову. Это не Нет, Ленин у это не тебя? Ленин. Это не Ленин. Не Ленин, ну жаль. Вот это что ли? Нет, да такой вот, нет, посмотри. Что, ну, с другой стороны, Гарри, с другой. Вот Вот это? он, ниже, да, вот это, да. А это вымпел, на котором написано «Лучший свинарки». А это же С Ленин головой там Ленина. изображен, нет? А? Это не Ленин там изображен? Но Ленин, это вымпел. Вымпел. Ну, Видишь? да, вот я же говорю, Ленин, лучший свинарки. Это Не так их кошерно. Не троллишь их, кошерно. так их Ну, мы троллишь. знаем, что ну, мы же понимаем теперь, что это было вручено не чеченке и не еврейке, да, лучшей свинарке. Они бы не работали там. Да, это точно. Так, все. Надо посмотреть, сколько минут у нас идет эфир, чтобы обрезать. И начнем сейчас все сначала. Скажите, как слышно? Сделаем обрезание все-таки. Так, запомним этот режим, запомни этот режим. Да запомню я его, постараюсь запомнить. Главное теперь, чтобы было все слышно, да? Слышно, как сейчас? Ой, ёлки-палки, теперь у меня падает. Ну, патроны там у тебя, чего только нет. Сейчас тебе покажу после эфира, я тебе покажу. Угу, окей. Так, давай тогда, раз уже все у нас начало, я тебя представляю, потом это все обрежем, потому что уже минут 20 уже прошло, как мы это самое, и я задаю тебе свой вопрос и начинаем опять. Эх, так, ассаламу алейкум, приветствую всех. С нами снова в эфире офицер ВМС США Гарри Табах. Прошу любить и жаловать, представляю вам его. Вы можете задавать в прямом эфире ему вопросы, я буду их зачитывать, ему задавать, а также буду задавать свои вопросы и узнаем у него его мнение на разные темы, на которые в прошлый раз мы не успели задать, обсудить темы. Ну, постараемся в этот раз обсудить. Так, Гарри, приветствую тебя, мои... Алейкум ассалам, надеюсь, что у всех проходит Рамадан не голодный, а сытный. Да, да, сытый Рамадан. Как говорила моя бабушка, кошачий Рамадан, говорит, когда ты кушаешь и держишь пост. Так, Гарри, вот я сразу начну с вопроса, который задал мой друг. Каким ты видишь будущее чеченского общества и государства после возможного распада Российской империи? Я скажу так, что я вижу, что это будет государство маленькое, небольшое, и что оно будет построено на демократических ценностях, на ценностях вашей очень древней культуры, где огромное уважение идет к разным людям, где вы гостеприимны к разным людям, потому что я знаю, что и в Грозном жило много очень евреев, я знаю, что во время Голодомора приехало очень много украинцев в Чечню, и чеченцы всегда принимали всех, никогда никого не отрицали, если к ним приходили с миром. Я надеюсь, что будет вот построено государство на ваших традициях. И не только на демократических традициях, но и на ваших мусульманских традициях. Потому что, насколько я знаю, опять же, я не эксперт, не какой-то там ученый в Коране, но я знаю из моих лет, работая против терроризма, что много людей, простых людей, хороших людей, очень путают часто из-за того, что вот это масс-медиа, из-за того, что очень много фейков, вот этих новостей, очень много информации, пропаганды, которые настроены против чеченцев, очень часто путают вообще в целом ислам с арабской культурой. Да. И арабская культура и мусульманство это одно. Для простых, очень нормальных людей, хороших людей, но для 80-90% тех, которые этим не занимаются, я думаю, что я хотел бы, я знаю, что Чечня будет таким показателем, что это не так.
что это не арабская культура, что в чеченской культуре женщин уважают, а не бьют, что в чеченской культуре уважают слабого, не дают наоборот над слабым издеваться к какому-то сильному. И поэтому у вас, как и у нас, там, допустим, есть сильные штаты, богатые штаты, большие штаты, маленькие штаты. Но у нас поэтому и государство не там, где большинство голосует, как в России, да, поэтому там всегда русские будут, или как в Китае, там всегда будут китайцы, а над меньшинствами будет издеваться и прижимать. То в Чечне у вас отношения между вашими кланами, между вашими тейпами и большими, и маленькими, в принципе, как я знаю, равноправные, и поэтому у вас есть синод, вот этот сенат, который вы выбираете своих старейшин, они идут и они обсуждают это все, чтобы никого ничьи права не были обижены. В горах ли ты живешь, или на равнине ли ты живешь. Поэтому я вот вижу Чечню таким государством, а не тем, каким его сейчас показывают всему миру, где есть пахан, или хан, или как он там называется. И вот он полностью руководит, и все 100% за него, и он вообще такой богообразный товарищ Сталин. Да, совершенно верно. Спасибо, Гарри. Ну, я чуть-чуть внес тут пояснение по поводу клановости. Тейпы это не клановость. Тейп это наша... Тейп делится на 3 типа, да, для наших зрителей, в том числе поясню. Одна разновидность тейпов, она пока сейчас учеными в процессе оспаривания идет, там, в процессе там, доказывания. Вторая разновидность тейпов это происхождение, место происхождения. Да? Вот, например, я Нашхо, и у нас есть место происхождения там Нашхолам, это наша там территория, на которой, кстати говоря, вот этот сенат, про который ты сейчас только что упомянул, собирался. Да? Это у нас все собирались, и у нас там хранилось, как говорят мне мои друзья, когда пытаются меня там заторить, подколоть, говорят, у вас домовая книга там хранилась, короче. Ну, там все записи хранились у нас на этой территории. И третья разновидность тейпов это ремесло. Чем занимались люди. Кто-то золотом занимался, кто-то там другим. И от этого исходили. И да, вот эти тейпы есть, но это не клановость. Нас еще пропаганда, русская пропаганда, я очень постоянно по этому поводу возмущаюсь, называла племенами вот эти тейпы, племенные вот эти обычаи, ну, чтобы принизить как-то, сказать, что вот мы там еще от такого плана. Ну, я знаю, племя, по-моему, это разве это унизительно племя? Нет, не унизительно, но сейчас бы как бы мы уже живем в гражданском обществе и как бы мы чуть-чуть переросли это. Я, знаешь, как я считаю, что опять же это может быть какая-то пропаганда или еще что-то, или может быть это просто влияние, на которое на меня имели чеченцы. Я считаю чеченцев вообще в целом, потому что я понимаю, что у вас есть разновидности и разные, но я считаю чеченцев племенем воинов. Ну, я считаю всех чеченцев племенем рожденные воины. Ну, в принципе, такие спартанцы. Да, в принципе, как бы, ну, если брать в целом, как племя назвать нация, да, это и есть нация, но это да, племя это нация, но в сегодняшнем 21 веке мы уже как бы переросли из племенного вот этого строя, как бы первобытно-общинного строя, как раньше он называл, был. Сейчас мы уже в гражданском обществе, мы живем уже в правовом государстве. И сейчас у нас как бы в правовом мире, в принципе, да, цивилизация, которую построил западный мир, Америка, Европа, это уже цивилизация права. И это очень большое достижение. Многие этого не понимают. И вот хотелось бы нам, как части Европы, мы Чечня это часть Европы, Кавказ это часть Европы. Более того, считается, что расселились по европейской части народы, выйдя из Кавказа, как бы посчитается. Ну, ладно. Да, это очень, я понимаю, что может быть это неинтересно твоим слушателям, но моим слушателям это очень интересно. Да, ну мы будем обсуждать, Гарри. Я думаю, мы с тобой будем много. Знаешь, это вот мой друг хороший, когда он попадает ко мне в семью, в круг моих друзей, и он начинает, они что-нибудь скажут там про чеченцев, ну, обычно, что говорят, да, неприятное. Я как еврей, я привык к этому, а
он начинает им объяснять, что это не так, что это совершенно по-другому. Но я-то уже это слышал 1000 раз, поэтому мне уже не интересно. А они все сидят и говорят: слушай, какой он умный мужик, вот как он это все рассудил, как он нам все это объяснил. Я говорю: а что ты не слушал? Я говорю: я же уже слышал это 1000 раз, это каждый раз одно и то же. Как еврей каждый раз объясняет, что нет, ну мы сложные люди, но не плохие. Ну сложные, да, но неплохие. Да, если бы не были бы сложными, Гарри, что евреи, что чеченцы, нас бы уже не было бы. Не было бы, да. Мы сложными стали не от хорошей жизни, как говорится. Да. Поэтому, да, очень интересно. Ну, тогда еще один вопрос. Вот мой друг, уважаемый Хусейн Исханов, задает вопрос тебе. Есть интерес США на Кавказе, и в случае развала России будет ли оказана помощь правительству Чеченской Республики Ичкерия в восстановлении демократических институтов? Как ты думаешь, Гарри? Я уверен, что в этом. Просто у нас в Америке это такая культура. Когда вот чеченцу говорят: где твоя родина, да, он, не задумываясь, говорит: это вот в Чечне. Неважно, где он живет, в Германии, в Бельгии, в России. У них моментально это там, у русских, у них там родина, это вот там, кто в Кремле сидит, это родина. А у каждого есть, у американцев родина. Если ты откроешь американский паспорт, там на каждой странице написано какое-то выражение какого-то знаменитого человека в Америке. И в каждом из этих выражений, из этого, что он сказал, есть два слова: freedom и liberty. Свобода и независимость. Свобода и независимость. Поэтому если ты американца спросишь его, что такое родина, ну в прямом переводе, он вообще-то не поймет. А если ты его спросишь, какая вот у него самая главная ценность, это свобода и независимость. Поэтому наша родина — это свобода и независимость. Вот если можно сравнить, что такое родина для американцев. Я американец, Гарри. А? Я американец тогда. Чеченцы американцы тогда. Нет, я имею в виду в том смысле свобода и независимость, что если у кого-то где-то в мире отнимают свободу и независимость, это как бы нападают на нашу родину. Да. Мы должны пойти и одни ее защищать. Ценности. У нас одни ценности. Поэтому это наша самая большая ценность. Поэтому, когда есть народы или есть какая, как, допустим, сейчас Украина борется за свободу, независимость, да, ее Израиль то же самое, мы идем и помогаем. Мы помогаем. Очень часто меня в Украине спрашивали: а почему вы там помогаете больше курдам, чем нам, украинцам? Я говорю: потому что курды дерутся. Потому что курды дерутся за независимость и свободу. А вы не очень. Вы как бы еще с русскими. У вас и дипломатические отношения с ними, и торговля идет, и все такое. Поэтому мы помогаем, но мы не видим такой сильной драки, такой, чтобы мы тоже влезали в нее. А курды насмерть дерутся, израильтяне насмерть дерутся за жизнь. Чеченцы тоже дерутся насмерть. Поэтому я уверен, что мы придем и тоже будем говорить, как устанавливать демократические институты, помощь, как беречь вот эту свободу и независимость. Поэтому вы никогда, часто называют Америку имперской, но она не имперская. Мы никогда ничью землю не занимали, потому что это бы шло против наших ценностей, против нашей родины. Да. Как сказал генерал Паттон, что единственную землю, которую мы берем у кого-то, отнимаем, это там, где похоронить наших солдат на этой земле, и больше ничего. Да, сильно. Будь то Франция, будь то Германия, будь то Япония. А что мы там делаем, это если наши базы есть в какой-то стране, то это только по просьбе этой страны, и мы платим еще им деньги за это. Поэтому они часто говорят: Янки go home, кричат, пусть того, как экономик там в Японии, в Корее, в Германии, в Европе. Говорит: ну мы говорим: хорошо, мы уйдем. Они говорят: нет, мы это просто кричим. Ну, в принципе, не уходите, потому что это очень много денег, это инфраструктура, и, конечно, это же безопасность. Безопасность. Да. Поэтому я уверен, что когда Чечня начнет становиться демократической, свободной и независимой страной, я уверен, что очень много американцев будут рады поддержать это. Да, спасибо. Я тоже думаю, кстати, как раз мы с тобой, когда у нас с тобой звук налаживался, мы с тобой обсудили один момент, и ты подбросил такую идею. И я бы тоже был бы не против нее, если бы ты был бы нашим представителем. Представитель Ичкерии, ты друг Ичкерии, у тебя есть давние связи с Ичкерией. Было бы очень отлично, и было бы вообще неплохо на вот эту тему Ахмеду Закаеву преподнести и сказать: пускай будет наш почетный консул в Америке. Спасибо огромное. Сочту за честь, но я не только в Ичкерии, не только в чеченцах. Я когда вижу
любой народ, который дерется за свою свободу и независимость, так как я американец, для меня, я принял присягу американскую. И Для еврей, меня, у тебя еврей для два в меня это важно. одном. Поэтому я люблю, участвую в помощи армии Израиля. И я, конечно, участвую очень много в Украине. И, конечно, буду очень рад участвовать и в Ичкерии. И просто, я это делаю просто потому, что я по-русски говорю. Но Да. американцы, которые, поэтому меня так более не менее знают. А так много американцев, много моих сослуживцев, много людей, все мое окружение американское, они такие, мы такие. Но это не то, что мы там, я чеченцев люблю больше, там, чем украинцев, или больше, чем израильтян, или еще больше. Нет, если я вижу, что идет драка, или курдов, я с курдами много времени провел, когда я был в Турции, когда идет драка, то за свою свободу и независимость всегда можно, я и мое окружение, мы всегда хотим помочь и чувствуем, что эти люди заслуживают свою землю. Почему там, допустим, мы не очень там палестинцам относимся? Потому что ООН из палестинцев сделала вечных беженцев, вечных попрошаек. Они, в принципе, не дерутся за свою свободу. А другие арабы уговорили: сидите, мы за вас подеремся, в Израиле отобьем землю и дадим вам. Но это не получилось, и вот они оказались, уже 80 лет они беженцы. И только на подачках живут, и только все время им что-то дают. И все, что они могут сделать, это террористический акт какой-то, чтобы показать, что давайте еще больше, а то мы сейчас еще взорвем себя. Вот этим мы не можем помогать. Это не помощь этим людям, потому что если бы они правда дрались коллективно, сознательно за свою свободу, я уверен, что мы им тоже помогали. Да, очень интересно вот этот момент. Конечно, не будем много говорить про эту тему, но это важно то, что вы сейчас затронули, Гарри, и поэтому вот такой вопрос. Я знаю, что даже сейчас это продолжается. В советское время палестинский вот этот терроризм, так называемый, он был финансирован, поддержан и направлялся КГБ. Советским Союзом, нет, конечно. Советским Союзом. Абу Мазан и Арафат, они все прошли эту школу. Абу Мазан даже докторскую диссертацию какую-то в Советском Союзе написал про уничтожение сионизма и всего этого. Да, конечно. Вот этот момент мне был очень важен, потому что они практически палестинцы стали инструментом в руках вот этого КГБ. Абсолютно. Я очень, как раз я не могу сказать жалко, жалость это нехорошее чувство, но я сочувствую палестинскому народу. Они как раз оказались в очень плохой ситуации. Их и арабы не приняли, кинули, и Советский Союз их использовал, и до сих пор использует. Потому что у Путин же, он же защищает русский мир. Он же где на русский мир нападает, он его там защищает. В той же Чечне он же защищал русский. Он защищал русскоязычных. Правда, 100 тысяч он убил русскоязычных там. Это не важно. Да. Главное, что защитил. Как во Второй мировой войне победа была, не важно, сколько убили, но мы выжили. Поэтому, я всегда говорил, что ж ты, когда террористические акты палестинцы обстреливают Израиль, что ж ты не идешь, не защищаешь там русский мир. Там же половина народу. Это русскоязычные, да? Которые говорят по-русски, да. Которые многих у них. Не дай бог вам такое счастье. Они ходят с своим флагом, сейчас они ходят там тоже, эти все старички, они за Советский Союз. Но это старые люди были. Абсолютно верно. Да. Гарри, не дай бог, чтобы израильтян сейчас защищали вот эти русскомировцы. И знаете, вот, Гарри, вот возвращаясь к этому вопросу, это тоже один из моих вопросов, который прислал мне мой товарищ. Это по поводу вот этого исламского терроризма, так называемого, исламизма, да, такая крайняя форма, когда проявляется. Вот чеченцев сейчас пытаются сделать такими палестинцами, которые проводят какие-то террористические акты, где участвуют в каких-то непонятных для чеченцев абсолютно ненужных, бесперспективных, не имеющих никакого отношения ни к чеченцам, ни к Ичкерии. Участвуют чеченцы в разных таких войнах. Что вы по этому поводу думаете? Я думаю, что палестинцы намного в лучшем положении, чем чеченцы, потому что палестинцы, во-первых, признает мировое... 600 миллионов арабов. Им помогает, им туда, если бы они использовали эти деньги в строении демократического государства, они бы уже давным-давно были эмиратами. Да. Столько денег им туда от Европы, от Америки, отовсюду идет, и от арабского мира.
Но, к сожалению, как ты сказал, их используют совершенно в других намерениях. И, но у них есть возможность, у чеченцев, никто чеченцев не знает, никто в международном арене очень мало слышно про них. Они как бы находятся внутри страны, которая вражески к ним относится. Да. Как она, вся Чечня это пятая колонна, и ты всегда слышишь, чем мы их кормим, чем мы им там отстраиваем, что туда столько денег. Это как бы Чечня нас завоевала, они как ханы, мы туда дань вносим. Ну, все, я не буду сейчас вам все это переказывать, вы сами это все миллион раз слышали. Поэтому Чечня находится намного, я думаю, в более сложной ситуации. Понимаешь, палестинцы же, они стали палестинцами в тот момент, когда образовалось государство Израиль. До этого они были просто арабы, обыкновенные арабские населения. Да. Если взять генетический тест, они евреи. Это семитские народы, просто когда-то они приняли ислам, а эти евреи остались евреями. Вот и все. И это абсолютно одни и те же люди. Одни и те же, даже генетически взять. Даже не. Чеченцы это древний народ, который это совершенно другой народ. Это древний народ, который чеченцами были чеченцами и остались чеченцами. Да. Поэтому да, из вас, я уже об этом говорил, когда я командовал антитеррористическим центром в Турции, НАТО, мне приносили доклады, что террористы такие-то, там Тами Тайгерс, Аль-Каида, Хамас, Хазбулла, Красные бригады, всеми, кроме чеченских. Чеченские были чеченские террористы, целая нация террористов. Да. Это уже тогда Спасибо было русской понятно, пропаганде. Это уже тогда было понятно, что весь народ вписали в террористов. Это раз. А во-вторых, когда братья Цернаевы совершили террористический акт в Америке, был очень большой у нас такой, это был огромный труд был вложен, и я думаю, что я какую-то маленькую долю внес в это, чтобы их у нас в СМИ называли не чеченскими террористами, а выходцами из России. Потому что все остальные же выходцы из России. Почему вы этих взяли и выделили в одну национальность этой России? При всем, что они в Чечне никогда не были. Да, и не жили, и не родились. Не жили, никогда не были, да. А вы же не называете, когда в Великобритании какой-то террорист взорвал автобус, его алжирским или палестинским террористом, хотя он родился в Великобритании. Вы его называете британским гражданином и говорите там Мухаммед, какой-то там он. И тогда всем понятно, что он британец, но не совсем британец, да. Но он родился в Великобритании, британский. Почему же Цернаевы вы их выделили как чеченцев? Потому что и поменялось, да, и вот поменялось и в фильм, который вышел. Кстати, мой сын хотел играть младшего, почти что получил эту роль играть младшего брата Цернаева. Джахара, который, да? Надрали другому парню эту роль, да. Ну, потому что мой сын говорил по-русски и похож немножко на него был там. Они схожи внешностью. И поменяли, назвали, что это родители из России, сами они были из Турции, родились в Турции и не назвали их чеченцами. И вот я думаю, что это было какое-то достижение. Но каждый раз против этого бороться, это все равно это против течения плыть. Поэтому да, это тяжело. Тяжело, да. Но по поводу вот Цернаевых я тоже могу сказать какая информация у меня имеется для наших зрителей, для тебя, Гарри, чтобы ты тоже знал. Помните, в Дагестане был такой мэр Махачкалы Саид Амиров. Вот у этого Саида Амирова, на его счету, без преувеличения, наверное, 1000 человеческих душ убитых этим человеком. Этот человек является человеком ФСБ. И, как мы знаем, у братьев Цернаевых мама была с Дагестана, и они часто бывали в Дагестане. Не часто бывали в Дагестане. Она у него дагестанка, а папа у них чеченец был.
И они в Чечне не бывали, но бывали в Дагестане. И так вот, у этого Саида Амирова, мэра Махачкалы, были свои исламистские группы. Было сопротивление, реальное, настоящее сопротивление с исламским оттенком, с исламским уклоном на территории Дагестана, которые проводили свои диверсионные операции против военнослужащих, полицейских, там, спецслужб России. А были такие ребята, которых использовал ФСБ, но они тоже внешним видом не отличались от бородой, там, риторикой своей, но занимались обкладыванием данью местных коммерсантов, бизнесменов, там, убийством мирных граждан, там проводили разные операции. Так вот, после того, как был проведен этот террористический акт в Бостоне, и, по всей видимости, американцы начали свое расследование, Саид Амирова спешно спрятали в Лефортовской тюрьме, как бы он был задержан там и так далее, а на нем трупов и так было тысячи, и его не трогали, потому что он реально был хозяином Дагестана, ну, в первую очередь Махачкалы, и таким очень, очень влиятельным человеком был. Так вот, когда его задержали, у меня была информация, а я защищал наших партизан чеченских, дагестанских, других кавказских, даже вот, с исламской направленности. И эти партизаны мне рассказывали, что один из этих партизан мне рассказывал, что Тамерлан Цернаев, когда приезжал в Дагестан, его окучивали одна из групп вот этого Саида Амирова, мэра Махачкалы. Одна из групп ему объясняла, что какой, короче, ислам красивый, что надо сражаться за ислам и так далее, и так далее. Он не знает всех подробностей, но знает, что вот группа этого Саида Амирова окучивала вот этого Тамерлана, потому что этот Тамерлан жил в Америке и был очень такой открытый человек, как в принципе все американцы. У него культура американская была, и он доверял всем и переживал за то, что происходит на Кавказе. И ему объяснили, что ладно на Кавказе, вот надо американцев, вот это, видимо. И после этого я писал об этом тоже кое-где. И после этого Саида Амирова сняли и спрятали в тюрьме Лефортово, в которой я как раз тогда посещал тоже, постоянно посещал тюрьму Лефортово, это тюрьма ФСБ. О нем, ну, практически там никто не слышал. Вроде бы и есть, и нет. И вот возникает вопрос, сидит ли Амиров в этой Лефортово или нет. Хотя у меня был человек, который как бы вроде бы слышал, что он там сидит, и даже его, может быть, и видел. Я считаю, что это была провокация в первую очередь против чеченцев. Вот этот взрыв бостонский, конечно же, дискредитация полнейшая. У нас была большая поддержка в Америке, в Сенате, в других кругах. И, как я потом услышал, у этих братьев Царнаевых был родственник Руслан Царни, который был каким-то связан с спецслужбами, с ЦРУ, по-моему, с большим руководством. И дискредитация, видимо, была Руслана вот этого Церни, попытка. Я знаю, что его дядя потом выступал по телевизору Да. у нас и говорил, что мы не такие, не надо, это неправильно. Да, я помню. Дядька так хорошо выступил его у нас здесь в Америке. Я просто хочу тебе сказать одну вещь. Я понимаю, что для тебя и для твоего окружения это все понятно. Но для людей, как я, и для людей, которые, знаешь, другое, которые очень мало понимают и знают про ислам, очень сложно разобраться. И я настаиваю всегда во всех своих передачах, во всем своем окружении, чтобы обращали внимание, как к кому обращаться. Например, я говорю, что если кто-то из чеченцев сделал какой-то террористический акт, то это не чеченцы, я их называю кадыровцы. Чтобы определять разницу. У каждого террористическая организация должна иметь свое имя. И когда говорят ислам, я хочу, чтобы люди понимали разницу между исламом и исламистами. Да.
это две разные разницы. Я понимаю, что когда ты говоришь там про вот, мусульмане, я считаю, что исламисты не мусульмане. Исламисты это люди, которые просто взяли фразу Аллах Акбар и используют ее для террористического акта, чтобы вот теперь все. Поэтому в Америке, когда вот братья Цернаевы это сделали, у американцев был очень большой, они не понимали, зачем и почему, потому что, Да. во-первых, они были оба талантливых, красивых пар. Не было Им дали, никакого вообще им дали рационального абсолютно объяснения тому, что они сделали, кроме как дискредитация чеченцев. да, бесплатное обучение в престижном университете, они ничего не платят. Этот старший Цернаев брат, он хотел быть в олимпийской команде по боксу. Его уже почти что приняли, он шел по этому пути, Да. он бы представлял Америку по боксу. У нас очень сложно попасть вообще в бокс, кроме одной расы, потому что у нас свои чеченцы, как я говорю своему другу, и они здоровые, и они умеют, и для них бокс это жизнь. И вот мой товарищ, когда я помню, ну, который жил у меня, парень чеченец, он боксер, он боец, мы поехали, значит, в эту команду, где они боксируют, а он очень талантливый, очень сильный такой парень, крепкий. И там стоит, как тебе сказать, наш чернокожий чеченец и бьет вот в эту штуку, что висит. Да. Он так ее бьет, что она сгинается. Я понимаю, что у него удар несколько тонн. Что вот, ну, если он попадет обыкновенному человеку в голову, даже половину своей силы, он убьет, просто голову оторвет. Ты как снаряд попадает. И потом они подходят, он там показывает там какой-то бой, кто-то с ним говорит, ну давай спарринг сделай вот с этим, и показывает на этого чернокожего парня, который только что бил так в эту штуку. Я ему сказал, я говорю, нет. Он говорит, я могу. Он говорит, Ваши, я могу. Ну, анкл, я говорю, дядя. Он говорит, я могу. Я говорю, я знаю, что ты можешь, но когда приедет твой настоящий дядя, тогда ты с ним пойдешь, и пусть он разрешит, то ты будешь при мне, ты с ним... Не на моей совести, что... Нет, даже если, не дай бог, он случайно попадет тебе в голову или еще куда-то, меня твой дядя убьет просто на месте, потому что столько мы уже сделали и проделали, что погиб, это не годится. И да, интересная есть история еще у меня, что как я, по-моему, первая, а может быть уже вторая компания, сейчас точно не помню. Я в Москве иду по вернисажу, там матрешки, шматрешки, всю эту фигню покупаю, чтобы там на подарки перед Крисмасом в Америку послать. И ко мне подходит мужик, и как мой чеченский товарищ говорит, его лицо было не обезображено интеллектом, и дает мне брошюрку. Он мне говорит, нет, возьми, тебе будет интересно, возьми. Вот ты почитаешь, тебе будет интересно. Я говорю, да нет, я по-русски плохо читаю. Говорит, все. Явно он знал, кто я, или узнал меня откуда-то, или еще что-то. Я беру эту брошюрку, и на ней было написано такая вещь, что чеченцы – это евреи, которые хотят уничтожить русских. И я так подумал, какие же чеченцы, ну теперь уже и чеченцы евреи. Ну, конечно, я не помню, то ли я принес эту брошюрку, только я спрашиваю вот этого своего близкого друга, ну, моего наставника чеченского. И я ему говорю, вот, Зия, посмотри, что это. Он говорит, ну это так, мы же, говорит, из хазаров вышли, вы и мы из хазар, поэтому они это соединили. Он говорит, но это так есть, потому что теперь евреев нет, вы, в принципе, все уже давным-давно уехали. Те евреи, которые остались, это, ну, они роли не играют, там, погоды не делают, как говорят у нас в Одессе. Он говорит, там теперь нас приписали к этому, соединили, все, исторически это сходится. Он говорит, и теперь все беды будут повешены на нас. Ну, конечно, так и произошло. Вот такую брошюрку мне как-то дали. Да, ну, давайте тогда к вопросам. Тут уже хотят, уже много вопросов задали, Гарри. Давай, чтобы... сейчас найдем тогда какой-нибудь...
Так, спрашивает Адам Грузинский. Аслан, спроси Гарри про ту многоходовочку, которую ФСБ и ГРУ разыгрывают в Чечении. Я про распри между академиком, ну, то есть Кадыровым, и ФСБ на поле Новой газеты. Что-нибудь слышал по этому поводу? Ну, мы с тобой в прошлый раз говорили. Я считаю, что, конечно, это разыгрывается, это такое продолжение или еще одна схема уничтожения чеченского народа, как класса, как, не знаю, как этноса. Как Решили, этнос. вас надо разбавить, и, ну, попробуй, вас там веками пытаются убить, физически уничтожить, не получается. Вы или сопротивляетесь, или выживаете где-то, или приспосабливаетесь и возвращаетесь обратно, знаешь. Это пытаются разным способом. Это один из способов вас разбавить, уничтожить, заразить коронавирусом, в конце концов. Ну, чтобы вы каким-то образом перестали существовать как чеченцы, как раса. Да, и именно для этого и добиваются они уже на протяжении многих, был такой... Ну, сейчас, извини, ну вот сейчас подошел, просто так получилось, что сейчас вот этот коронавирус пришел. Ну, а что его не использовать для уничтожения? Может, и это тоже пойдет, и это сработает. Да, конечно, все способы используются. Все способы, что, ну, в лобовую не получается вас убить. Да, да. Давайте тогда еще вопрос. Так, Эд Мамедов. Салам, Аслан. Привет, Гарри, многоуважаемый. Привет из Балтимора. Аслан, не забудь мой вопрос про геноцид 44 года, говорит. Сейчас я вот найду этот вопрос. Этот Гарри, он тоже мой очень близкий друг, проживает в Балтиморе. В Балтиморе, да. Наполовину чеченец, наполовину еврей. Ой, боже мой. Убойная смесь, я тебе скажу. Ну, насчет евреев и чеченцев, тогда я расскажу пока историю. Давай. Вот с нашей первой передачи у меня на канале было очень много просмотров, ну, больше, чем обычно, и очень много отзывов, в основном хороших, в основном, конечно, очень приятных, что люди отреагировали на нашу дружбу так, и на нашу передачу с тобой так, мне было приятно лично. Но были, конечно, и придурки, которые пишут. Вот там некоторые, значит, явно, я не уверен, или они придурки, потому что очень часто, допустим, когда это имеем дело с украинцами, то они дают там украинскую фамилию и имя, и что-нибудь антисемитское напишут. И тогда все евреи начинают там него ругать, и вот, а вы украинцы. То это вот сталкивание лбами. Да. И то же самое здесь. Значит, с еврейской фамилией кто-то именем пишет, ну, нехорошие вещи о чеченцах, там, и кто они такие, что я не знаю, а он знает, и в общем такое. И я ему пишу, а вы не мне это пишите, вы это чеченцу напишите. Чего вы мне-то это пишете? Вы им напишите это, чеченцам. Почему? Потому что я очень часто говорю, что, знаешь, когда оскверняют еврейские могилы, евреи начинают писать газеты, начинают там разные статьи выпускать, там доктора наук, там про антисемитизм, про то, про все. И я говорю, вот сколько веков вы этим занимаетесь, всем этим интеллектуальным, можно сказать, таким самоизнасилованием. Это ничего не дает. Опять же, на следующий день еврейские кладбища опять осквернены кем-то или еще чем-то. Я говорю, вот смотрите, почему не оскверняют чеченские кладбища? Вот попробовали они осквернуть чеченские или просто сказать что-то против чеченцев в интернете или еще где-то. На следующий же день откуда-то появляются другие чеченцы, которые хватают этого. И он уже на следующий день, Свинга, уже извиняется перед братьями чеченцами, что ну это он упал, это вообще не так, он ошибся, что он вчера сказал и все. Говорю, почему евреи это не делают? Вот сделали бы пару раз так, что у нас нет денег поставить камеры на все кладбища еврейские, они 2 копейки сегодня стоят, и проследить, кто это делает, и потом не идти жаловаться на него туда-сюда,
а поступить, как воины поступают, как чеченцы. Они его не убили, ничего, но его не наказали. Говорит, что так нельзя себя вести. Вот теперь иди и извиняйся. Это незаконно, Поэтому я Гарри. ему пишу, вы идите, пойдите, скажите чеченцам, какие они уроды. Чего вы мне-то говорите? Мне-то вы смелые это сказать. Вы пойдите, если вы такой смелый и боретесь за правду, пойдите и чеченцам это скажите. Вот пока что ни один мне не ответил на это. И, видимо, Ну, писать видимо, они смельчаки и мне. Писать они смельчаки и мне. Писать могут. Да. Писать могут они. Они, видимо, такие смельчаки, потому что они знают, что их уже не вычислят. Да, в Ютубе, там, в интернете все очень смелые. Так, по поводу 44-го года. Я вот вопрос, который мне задавал, не нашел. Я тебе написал, Эд, на WhatsApp. Пожалуйста, скинь мне вопрос. Так. Чему учит нас радикализм религии? Что они повсюду раздували пламя нетерпимости, устилали равнины трупами, поили землю кровью, сжигали города, опустошали государства. Но они никогда не делали людей лучше, говорит Фриман антипутинизм. Про радикализм религии, вот он говорит. Радикализм это не то, что нужно. Ислам, ну если сейчас мы говорим чаще всего тут про ислам, ислам это такая религия, которая всегда призывает к терпимости, к золотой середине. И мне рассказывают тоже, я сталкивался, и вот, Гарри, у меня будут на самом деле претензии к тебе как представителю евреев, Израиля, ну, может быть не Израиля, но евреев, потому что вы не ведете антипропаганду. Вы не представляете, какая большая пропаганда ведется среди мусульман, вот, антисемитская. И я вот понимаю, что я тоже иногда был подвержен это и слушал, и не мог понять, как такие плохие евреи. А знаете, вот у нас, например, сжигают дома партизан наших, и говорят, это израильский опыт. Израильский опыт, я с евреем потом разговариваю, он говорит, да у нас будет 100-150 там судебных решений, разбирательства, выяснится, что он непосредственно террорист, ни что. Потом выведут родителей, там еще как-то, и тогда там это экстренный какой-то Да. такой случай. Израильтяне хорошие воины, они очень здорово воюют, но они проигрывают одну из самых главных баталий, самых главных войн, это информационную войну. Они сейчас уже поняли, что это, но уже поздно, потому что они ее упустили. А с помощью, опять же, вот палестинцы с помощью, арабы с помощью Советского Союза, они знали, как вот эту дезинформацию пускать. Да. Ну и опять же, что получалось? Что получилось то, что соединили мусульман и арабов в одно. Получилось, что мусульмане это арабская культура. Да. А это, я считаю, что это две разные вещи. И поэтому очень легко стало для людей, которые исповедуют ислам, обратить внимание на то, что евреи это враги. И это еврейская вера, иудаизм это враг исламу. Хотя и люди необразованные, люди неграмотные в это начинают, конечно, падать, потому что это перекинулась вот эта арабская культура на ислам. И это бы огромная пропагандическая работа была сделана для этого. Она ведется, Гарри, я ее каждый день испытываю. Я борюсь с этой пропагандой. Да, потому что если смотреть исторически, то веками евреи и жили в мире и процветании вместе с мусульманами, и арабскими тоже. И в Ираке, и в Афганистане, и в Иране. Было очень много евреев, которые веками это. Они как раз, католическая церковь угнетала евреев. Они очень часто уходили там, где жили мусульмане, потому что, во-первых, они могли и молиться. Похоже было все. И вот это умывание рук, ног, молиться несколько раз в день. Потому что евреи, я не знаю, или как мусульмане, но евреи до сегодняшнего дня имеют право, набожные евреи, молиться в мечети. В церкви нет, а в мечети могут. Тоже, там, поворачиваться к стене плача и ко всему. И вот когда был создан
государства Израиль, вот эта советская пропаганда, она, конечно, поэтому был уже исход тогда евреев не только из Советского Союза, был уже исход евреев из Ирака, из Ирана, из Марокко. Они были изгнаны оттуда, они пришли в Израиль, поэтому часто евреи говорят, да, мы приняли 2 миллиона евреев из арабских стран, арабских евреев. И тут же есть 5 миллионов, и 2 миллиона. И 2 миллиона у нас беженцев, палестинцев. Так вот, пусть они соберут этих своих арабов, своих братьев-мусульман к себе за место тех евреев, которые ушли ни с чем, были изгнаны. Знаешь, и вот эта пропаганда, конечно, прокручена была в основном Советским Союзом. В основном Советском Союзе до сих пор поддерживается Москвой. И поэтому я понимаю, что делает Нетаньяху. Я не согласен с этим, но я понимаю, почему он таскается все время в Москву. И он пытается как бы быть в хороших отношениях с Путиным. С одной стороны, потому что он понимает, что тот все время поддерживает его врагов, которые пытаются уничтожить Израиль. И с другой стороны, показать ему, что он единственная его линия на Запад, в цивилизованный мир. И этим он постоянно маневрирует. Но внутри я не согласен с этим, потому что я считаю, что с крокодилом ты не договоришься. Не договоришься. С крокодилом ты не договоришься. Да? Но у евреев, видимо, есть такая тоже национальная черта, что мы все время думаем, договоримся, как-то договоримся, как-то чего-то у нас получится. Я вот считаю, нет. Последний раз мы пытались договориться, это было с Гитлером, не договорились. Не договорились. Не договоримся. Ты не договоришься с Гитлером. В конце концов, ты проиграешь в этой игре. Ну вот Нетаньяху уговаривается там на многих вот тоже программах мне говорят, ну почему, надо нам договориться с россиянами, о том, с этим надо договориться. Я говорю, подождите, вы же уже договаривались с ними, вы уже много раз договаривались, что получилось? В конце концов, у вас аннексировали Крым и начали войну. Да. Эти договоры ни к чему не приводят. Эти договоры ни к чему не приводят. Гарри, перейдем тогда к вопросу от Эда Мамедова, который твой земляк, имеется в виду американец. И что думает Гарри про геноцид 1944 года, геноцид чеченцев и ингушей, полная депортация геноцид под видом депортации. И как можно добиться признания этого, Гарри? Ты мог бы нам как-то подсказать, как это можно сделать? Чтобы... Понимаешь, как этого признания вы никогда не добьетесь. Объясню почему. Ну, я так считаю. Потому что если признают, что это был геноцид над вами, значит, это было над ингушами, значит, над татарами, значит, кто там еще был, кабардинцы, болгарцы, я точно не знаю. Но это было много народов, и евреи были следующие. Просто, слава богу, он сдох прямо до этого. Если это признается, должны будут заплатить компенсацию, чтобы это мировое общество признало. Не только, а Россия же признала, они сказали, это было неправильно. Путин, по-моему, даже сам сказал, это неправильно. Конечно, это было неправильно, конечно, это было. Да, но есть один момент, Гарри. В 2004 году Европарламент принял резолюцию о признании чеченцев. Это резолюция о признании от 1944 года чеченцев и ингушей. Это депортация геноцидом. И нам нужно, чтобы теперь страны признали. Например, даже Украина, Израиль, допустим. Если даже признать, это должны признать в первую очередь россияне, которые приемники Советского Союза, так как они приемники Советского Союза, они должны это в первую очередь признать. Потом все признают. Понимаешь, если турки не признаются там над армянами, то остальные тоже, они тогда не уверены. Почему признали геноцид над евреями немцы? Потому что немцы признали это. Они признали, и самое главное, ведь не признание тут, чтобы это было воспринято мировым обществом, это надо выплатить компенсации, репарации евреям, еврейским общинам. Германия, по-моему, до сих пор платит репарации. Какие-то уже маленькие, но какие-то платят. Внукам там. Моя бабушка вышла замуж за здесь мужчину в Америке, он
был единственный, кто выжил в Освенциме, вся его окружение, вся его семья, всех, кого он знал до войны, были убиты. Он один из, ему репарации платила Германия до последнего дня его жизни. Он получал чек от Германии. Поэтому, чтобы это признать, ты думаешь, что Россия будет чеченцам заплатит за всех коров, за все скот, за все дома, за все жизни, которые были потеряны. Россия, это будет же высчитано не Россия, это будет высчитано международное общество. Это будет решаться, сколько вы потеряли и сколько вам должны, и каким-то образом это решится. И тогда им придется это возвращать. Они никогда это не сделают. Они даже не возвращают библиотеку раввина Шнирсона, которую во время войны у него украли после войны. Вот сейчас они говорят, нет, евреи могут заходить на нашу библиотеку, читать, там, копировать все, но отдать не отдадут. Почему? Потому что если они это отдадут, значит, они должны отдать все, что они наворовали после войны у всех стран. Это разорит страну просто, потому что наворовали много. Да все наворовано. Наворовано все. Да, в том числе и у чеченцев. Поэтому я думаю, что они никогда это не признают, потому что репарации будут огромные и чеченцам, и ингушам, и татарам, и, слава богу, не евреям, потому что они не успели это сделать. Я думаю, репрессии над евреями тоже были нехилые. Были, но не было... Биробиджан, еврейский... Сталин вот он же должен был отправить. Да. Подготовили уже все, в принципе. Все было подготовлено, просто он, слава богу, Всевышний он сдох вовремя. Да, повезло. То закончилось тем же самым. Поэтому я и говорю, слава богу, что евреи не... Поэтому вот эти уже после сталинские гонения и репрессии против евреев, да, они были, конечно, но они уже были не геноцидные, они не хотели уничтожить весь народ. Это было ты просто был гражданином второго класса или третьего класса. Да. Тебя в институт не принимают, тебя на работу не брали на высокую. Да, в принципе, тоже это было не так уж страшно, потому что, в принципе, любой еврей, по-моему, за 500 рублей мог купить себе русский паспорт или украинский паспорт, и все, и ты шел в университет учиться, и ты попадал на высокую, и мог генерал быть. Я знал таких людей, которые становились на высокие посты, поступали все, но в паспорте они были записаны как украинец, или молдаванин, или русский, лучше всего русский, конечно. Да. Поэтому они никогда не признают геноцид чеченцев. Тогда надо просто развалить Россию и принудить. Ничего сложного. Просто будем бороться дальше. Я думаю, что это не... Я понимаю, что это хочется, я понимаю, что это обидно, но я думаю, что лучше смотреть вперед, чем все время оборачиваться назад. И я думаю, что лучше смотреть вперед, как сохранить чеченскую землю, как сохранить чеченский народ, как сохранить чеченскую культуру. Именно так и делаем, Гарри. Только смотрим вперед. Все это образуется. Сохранить кости, а мясо нарастет, это все. Да, совершенно верно. Вся проблема в том, что если Россия, вот эта тюрьма народов, не перестанет существовать, империя не доразвалится, мы не можем получить эту свободу. Физически не получается. Аслан, ты же видишь, что она разваливается. Она сейчас разваливается у нас на глазах. Да, разваливается. Она разваливается у нас на глазах. Да, мы всячески пытаемся помочь этому процессу ускориться и без болезней. Мы сидим здесь и помогаем этому. Причем эти русские наши россияне... Да мы о них думаем в первую очередь, можно сказать. Я считаю, что это в первую очередь и для них будет. Конечно. В первую очередь они могут не верить. Мы не хотим им навредить. Да. Поэтому мы сидим, мы искренне считаем, что это, наверное, было бы лучше для них. Может, они нам и не верят, и, может быть, они это не хотят. Но из моего опыта личного это было бы лучше. Да. Совершенно верно. Знаешь, это лучше, что Югославия распалась на несколько стран, и они сейчас, некоторые из них и в Европейском Союзе, и в НАТО, и процветают, и все, чем если бы они продолжали вот эту вот драку. Даже элементарные права. Прав нет.
Я, знаешь, Да. Гарри, я когда до того, как стал адвокатом, я думал, что русские ущемляют чеченцев. Вот гонения по национальному признаку происходят только по отношению к чеченцам. Когда я стал работать в системе, уже вот в этой правовой системе, да, в адвокатуре, и когда я смотрел, как менты, да, самые позорные менты, как их называют, менты позорные, когда они молодых девушек, молодых пацанов, русских, по беспределу подкидывали наркотики, подкидывали там какие-нибудь улики, там, обвиняли там в разбое, еще кого-то. Я смотрел и не мог понять, как 18-летнюю девчонку можно ей подкинуть какой-то амфетамин и посадить, и дать ей 15 лет срока, просто испортить девушке 18-летней жизнь. Тогда я понял, нет, русские не чеченцев не любят. Вот эта система, она Ну, не это любит всегда. всех. Она не любит Ну, всех. это всегда так. Если когда ты ненавидишь всех остальных, и ты все время окружен евреями и заговором, ты в первую очередь не евреев и заговора это боишься и не любишь. Ты в первую очередь не любишь себя и Да. ненавидишь себя. Ты Конечно, не это так. видишь этих Это, евреев, этот это, заговор. это психология или первого класса, знаешь, первого курса психология. Ну, послушай, сколько бывало. У меня был был знаком с таким очень уважаемым, как ни странно, милиционером, генерал-полковником. Я думаю, что люди, даже его имя не буду называть, потому что не так уж много было генерал-полковников-милиционеров. Он до сих пор, по-моему, на службе, но уже не в МВД, он только числится. Но мы там работали по антитеррористической линии вместе. Очень такой мужик, я даже читал про него в интернете, там все такое, и там написано было, что к нему с неприличным предложением опасно подходить. Мол, не взяточник он такой. Я когда с ним говорил, он говорит, что он в основном был оперативником, что он был ловил бандитов всю жизнь там. И я его спросил как-то, я говорю, а какая вот нация в Советском Союзе, нам такая жесткая самая, это кроволюбящая, которая, самая зверская. Я почему-то был уверен, что он скажет чеченцы. Вот я был уверен, что он скажет. Как думаешь, что он сказал? Русские. Русские. Он сказал, он сам русский. Он сказал, Да. так как русские, говорит, могут себя вести, где они могут быть бандитами, он говорит, никто не может быть. Он говорит, вот в моем опыте никто никогда таким не был. Это не я говорю, это он сказал. Человек Я считаю, что во всех нациях есть уроды, плохие, хорошие, совершенно верно. Придурки конченые, знаешь, отморозки. Но вот это то, что он сказал, что вот самые такие ужасные вещи, которые творили криминал, а почему-то у него был осадок такой, что было много среди них русских. Да. Потому что над ними больше всего издевались тоже. Понимаешь, это такая крепостная, где их били, насиловали. Это же, как они называли, в крепостном обществе там был вот барин, были крепостные, был управляющий, тоже крепостной. Ну, барин тоже был крепостной, но я имею в виду в их... И были вот эти, как менты внутри у барина, были те крепостные, которые смотрели и били, и наказывали крепостных. Вертухаи, да? Да, такие опричники, но они были внутри вот этого села крепостного, этой деревни. Они не назывались как-то... Я сейчас забыл, как они назывались. Неважно. И они вот тоже, их били, и они били, их насиловали, и они насиловали. И вот это до сих пор это длится. Эти те же, вот эти опричники, менты, которых били и насиловали в детстве, и их родители, они видели, как с ними обращаются. Вот они тоже так же обращаются с теми, над кем они имеют власть. Да, ничего не изменилось. Да, к сожалению, да. Но будем надеяться, что Россия воспрянет ото сна и на обломках самовластия напишут наши имена, как говорится. Да, очень печально все, но я, конечно, считаю, что Россия... Гарри, тогда вот завершая нашу тему, но это может быть большая тема сейчас будет, по поводу коронавируса.
Я все-таки склонен считать, хотя вчера я прочитал, что Майк Помпео сказал, что вопросы только к Китаю, и что даже Майк Помпео сказал, что коронавирус это не искусственного, а природного происхождения. Я был немного удивлен, конечно. Хотелось бы узнать по поводу вот коронавируса. Если же все-таки, вот я для ясности скажу, во Франции, в Париже, в трубопроводе с технической водой, из 27 проб, взятых из разных трубопроводов, 4 нашли, это техническая вода, это не канализация, вода, которую поливают для очистки улиц, там цветы, клумбы там, и так далее, городские вот эти все поливают. Там в 4 трубопроводах нашли вирус COVID-19. Если же подтвердится, что за этим стоят целенаправленно умышленная диверсия, с другими странами понятно, что было с Афганистаном, мы знаем, с Ираком мы знаем, а с ядерной державой, что будет в таком случае, если подтвердится? Слушай, а что с ней будет? Ничего не будет. Какие-то санкции опять, какие-то нерукопожатия. 60 тысяч американцев уже погибло, а еще... Да, это вот, к сожалению, с ядерной державой, с такой державой, как Россия, очень сложно. Если это будет доказано, а как ты это докажешь? Знаешь, если только какой-то перебежчик опять будет и украдет какие-то документы и что-то покажет, а что? Ну, доказали, что россияне сбили буком украинцы, над Украиной, малазийский Боинг. И что ты им сделать? Поговорили, да, покричали, доказали, что в Беслане это, оказывается, поубивали всех этих детей, не путинисты, да? чеченцы, а все до точности наоборот, да. Ну и что ты им сделаешь? Ну, понимаешь, они сидят на совбезе, они блокируют все это. Ну, доказали, что в Олимпиаде, в этой, в которой прям уж так в Сочи, так махали флагом и все доказали, был перебежчик, который принес, показал, что они были на наркоте на этой, что все это было подстроено, подделано, эти тесты с их мочой. Ну и что ты им сделал? Все равно они выиграли эту Олимпиаду, все равно им дали. Все равно дали... Нет, почему? Дисквалифицировали. Ну, Олимпиада... Дисквалифицировали чемпионат мира по футболу все равно, хотя уже доказали, что они взятку взяли. Ну, это в ООН, в ВОЗе, все это, конечно, связано. Ну и что они сделают? Не знаю. Но будут какие-то санкции, будут еще что-то. Global Hawk, например. Сдохнет этот Путин. Придет Навальный или придет еще какой-то либерал. Опять начнется снова. Опять у нас уже говорят, что уже родились эти курицы, которые будут называться ножки Трампа. Понимаешь? Придет, опять будем помогать, опять будем, ну все, они поменялись, ну все, они теперь хотят быть опять никогда. мировой частью цивилизованного мира, как в 90-е мы на это все пошли. Теперь, думаю, может быть, не так отреагируют, может быть, по-другому, не знаю, но то, что ты им... Но я считаю, что Трамп их душит, постепенно душит. Душит и душит. Да, он хлопает там Путина по плечу, говорит, классный парень, молодец, такой красивый торс у него голый. Такой. А потом санкции, потом закрывает Северный поток, потом усиливает НАТО, заставляет европейцев платить свою долю, усиливает НАТО. Там закрывает все консульства в Америке российские, договаривается с Саудовской Аравией, обрушивает цены на нефть. Все это, чтобы задушить. Сейчас еще вот этот коронавирус. Задушит они, придет либерал туда. Да нет там либералов, Гарри, нет там либералов. Ну я говорю, вот этот Навальный придет ли еще кто-нибудь. Та же марионетка, симуляков. Я-то с тобой согласен. Придет какой-то Горбачев новый или там, или Ельцин новый, или еще кто-то. Опять начнет морочить нам голову, что все, они не такие, мы извиняемся, мы изменились. У нас очень много интеллигентных людей, давайте дружить, давайте перезарядку, давайте то, давайте все. Ну, и я думаю, что люди так устроены, особенно международный, левацкий мир так устроен,
что они скажут, ну, конечно, лучше, чем война, лучше, чем у них ядерное оружие. Давайте, да, давайте опять с ними дружить, давайте опять то, давайте опять все. И все это циклично. И все опять. Потому что люди хотят верить в мир, и люди хотят верить в лучшее других. А особенно на Западе каждый же оценивает других по себе. И говорят, ну зачем? Вот, казалось бы, зачем они обратно себе это сделали? Все. Решили, что коммунистический строй, социалистический строй не работает, что лучше иметь капиталистический. Все, теперь у нас драка по этому поводу закончилась. Капитализм, Америка, Россия капиталистическая страна, все капиталистические страны, и свобода лучше, чем не свобода, да. Если не надо держаться, надо менять власть, все это понимают, все это лучше. И они берут и себя обратно, все равно обратно в крепостное право. Не хотят. Пусть ты тут стреляют. А все надеются, ну вы же уже все, вы же уже стали ездить за границу. Вы видите, как люди живут в Германии, в Японии, в Америке, в конце концов, в Израиле, в этом ненавистном. Чего ж вы обратно-то хотите? Вы же видите, что лучше вот так, чем так. Нет. Лучше, чтобы нас все боялись, что всем по мордям, что у нас ракеты лучше всех, что вот мы сейчас всем, мы сейчас вот покажем, вот можем повторить вот этот вот психоз и это непонятное стремление обратно в рабство, обратно вот при Сталине был порядок, все, да, был порядок, только ты себя видишь на этой стороне порядка, а не на той в ГУЛАГе, знаешь, или в теплушке для свиней, где тебя чеченцы гонят на убой. Знаешь, это не тебя, а детей и женщин, и стариков, потому что мужики-то были на войне. Да. Защищали это, да? Это невероятная подлость была, невероятнейшая. И люди не видят это, не верят это, непонятно. Ну тогда вы, извините, ребят, вы не обижайтесь, но вы бараны. Вы бараны. Реальные бараны, которых режут на шашлык. Все. Да. Ну, если красивый баран, может шаг. Все. Поэтому я этого не понимаю. Я не знаю, или я говорил эту свою мысль в прошлое, если бы ты был немцем. Вот если бы ты же в Германии живешь. Да. Ты себя представляешь немцем в 50-м году. Я говорил это в прошлый раз? Да? Нет, не говорил, но... Вот представь себе, как на это смотрят там на Западе или американцы, среднеамериканец, да? Вот представь себе, что ты немец в 55-м году в Германии. 10 лет, после того, как закончилась война. Уже такое процветание в Германии, у всех Volkswagen, у всех там кафешки на улице, все нормально. Ты себе представляешь, что в 55-м году немцы, зная уже прекрасно, что такое СС, что такое гестапо, что такое концлагеря, что такое война, понимаешь, кто такой был Гитлер, все они это прекрасно понимают в 55-м году в Германии. Согласен? Все это они прекрасно понимают. И чтобы они себе в 1955 году, эти немцы, себе проголосовали в канцлеры бывшего штурмбанфюрера СС. Ты себе такое представляешь? Могло такое быть? Нет, конечно. А в России смогло такое. В России в 2000 году, 10 лет после того, как закончилась советская власть, они прекрасно знали, что такое голодомор, что такое... года. Прекрасно знали, что такое ГУЛАГ, что такое Сталин, что такое КПСС, что такое КГБ. Прекрасно все знали в 2000 году. Да, все уже было открыто. Там был... И они голосуют за подполковника, и они голосуют себе за подполковника КГБ. И говорят, вот на него надо молиться. Все, вот это наш спаситель. Вот немцы, ты представляешь, чтобы немцы такое сделали в 55 году 10 лет? Да, нет. Такого невозможно было бы с Германией. Но, Гарри, там одна другая... В России возможно получается. Да, но ситуация другая была. Когда Германия проиграла войну, там уже абсолютно другие силы пришли. А Россия, она не проиграла эту холодную войну. Советский Союз... Она ее проиграла, просто силы не пришли, другие, пришли те же силы. Да, они знаешь как, они проиграли, вот, идеологически проиграли, но они просто переформатируются, они не доктринеры. Вот их доктрина... Они не разогнали свой СС, они не сделали... Совершенно верно. Судов не было. У них не было
Нюрнбергского трибунала, Трибунала. где бы осудили Сталина, где бы заплатили репарации, где бы осудили КГБ, Абсолютно осудили верно, да. НКВД. Этого не было, поэтому ничего это не произошло, и поэтому они вернулись Да, да. туда, где они и начали. Да. Да, вот совершенно верно. Вот, ну вот поэтому они, даже тот же, например, Ельцин, как сейчас Навальный, да, сейчас нам показывают Навальный, но это тоже человек симулятор, это не свободный политик. Политик должен быть свободный. Вообще спецслужбы в любых странах, спецслужбы не имеют права вербовать политиков. Потому что, да, потому что это уже получается не свободный человек, имеется в виду внутри своей страны, свои спецслужбы Ну и не могут. вообще они не имеют права даже вмешиваться в политику. Да. Спецслужбы. Что у нас сейчас происходит? Оказывается, у нас ФБР вмешивалась и пыталась избавиться от Трампа. И вот сейчас у нас огромный скандал в стране из-за этого. Огромный. Самый, наверное, большой скандал за всю историю Америки. Да, это на самом деле, да. Ну, я думаю, Америка справится. У вас, Будем надеяться. да, будем надеяться. Мы на вас, мы в вас верим, скажем так. Не знаю, как вы сами в себя, но мы в вас верим. Знаешь, это у израильтян есть такой плакат и майки, такое тоже есть, где у них там F-16 и с ракетами и все такое. И написано: Америка, не бойся, мы за тебя постоим. Это, Мы знаете, тебя в как... обиду не дадим. Это была такая ситуация тоже, ядерная держава Пакистан, как-то, когда еще был Дудаев, прислала своих людей и сказала: мы готовы вас поддерживать, Джохар Мусаевич, но это должно быть негласно. И Джохар сказал: спасибо большое, мы вас гласно готовы поддерживать, будет, если будет страшно, обращайтесь, короче. Точно так же. Ну, конечно, все это весело до определенной степени, но будем надеяться, что ситуация меняется, Путин в бункере, и я надеюсь, оттуда он не выберется своими силами, только ногами вперед, или можно замуровать. Иншаллах. Иншаллах, да, совершенно верно. Хорошо, Гарри, на этой тогда прекрасной ноте мы закончим наш эфир. С удовольствием буду рад еще раз вас приглашать, общаться с вами на актуальные темы. Спасибо большое, что отвечали на вопросы. Спасибо. Честь имею. Да, спасибо большое, что поддерживаете. Всего хорошего. До следующего встречи. Все. Ну, нормально, да? Да, сейчас я тогда эфир остановлю, Гарри. Ты со связи не пропадай. Я сейчас закончу с эфиром и вернусь к тебе. Одну минутку. Так, Гарри, я сейчас выключу тебя и потом наберу. Так, убираем это, возвращаемся сюда. Так, всем спасибо, что поддерживаете. Так, выключаем вот здесь звук. Всего самого хорошего. Спасибо, что смотрите, поддерживаете, распространяйте видео. Всего самого хорошего.